В русском алфавите есть буква, которая во многих печатных текстах оказывается незаслуженно забытой. Это буква «Ё». Но даже у нее есть свой день – 29 ноября. 236 лет назад алфавит пополнился новой буквой. В русских фамилиях «Ё» встречается примерно в 2 случаях из 100. О том, чем чревато пренебрежение 2 точками над «е» в официальных документах, выясняла Туяра Филиппова. Софья Васильева, наученная опытом, теперь при оформлении документов внимательно их проверяет. Мой отец по достижении 45-летнего возраста поменял паспорт. И его имя Артем написали через «е». Соответственно, когда он обратился в пенсионный фонд, ему сказали, что свидетельство о рождении дочери вы должны привести в соответствии со своим паспортом. И поменяли мне отчество. Было Артемовна, стала Артемовна. Такие случаи, как у Софьи, встречаются довольно часто. Но исторически сложилось, что буква «е», «ё» у нас раньше воспринималась как одна буква. А потом с 2007 года по рекомендации Межведомственной комиссии по русскому языку Министерством образования и науки было уже обязательно письмо, что «е», «ё» уже считаются неравнозначные, то есть отдельные буквы русского алфавита. И если присутствует буква «ё» в имени, фамилии, отчества или географических названиях, оно обязательно должно прописываться. Казалось бы, какая разница, «е» или «ё»? Но когда дело касается оформления материнского капитала или пенсии, в основном именно в этих случаях Федоровы, Семеновы, Шепелевы и прочие с «ё» фамилией «ё», имеющие разночтение в документах, встречают решительный отпор в чиновничьих кабинетах. Это может повлечь за собой, как для работодателя, допустим, и как для застрахованного лица, что его сведения не будут учтены на лицевом счете. Да, так как пойдет несоответствие СНИЛС и фамилии, имя, отчество. А также не сможет идентифицироваться на портале госуслуг. Нестыковки в документах могут создать проблемы и при вступлении в наследство или, к примеру, при установлении родства. Так что в случаях разницы в написании документов юристы советуют лучше предпочесть одно, но единое написание буквы. Но если какой-нибудь внук придет и скажет, например, что вот дедушка у меня пишется Белозеров, а я хочу, чтобы у меня было Белозеров, потому что это правильное звучание, то если в таком случае он может обратиться в суд, потому что у нас нет основания, вот если у дедушки не было точек, то мы не можем просто взять и вот эти точки нарисовать. Поэтому мы рекомендуем ему обратиться в суд. Положение самой молодой и загадочной буквы русского алфавита за более чем 2-вековую историю до сих пор остается шатким. 7-я буква алфавита используется лишь в школьных учебниках, детских книгах и в литературе для иностранцев. Часто, когда мой паспорт открывают, мне все время говорят «Софья Артемовна». Я говорю, не Софья Артемовна, Софья Артемовна, потому что имя Артем все-таки. Вот так и живем, «ё» не жалуем. А ведь на стене заряженное ружье. По правилам жанра должно когда-нибудь выстрелить. Так что те, кто имеет в своих именах букву «ё», на всякий случай стоит проверить, есть ли везде в документах заветные 2 точки. Туяра Филиппова, Илья Иванов, Якутск.